Девочки, сейчас капельницу делают, уже вот 15 минут идет капельница. Капельница длится всего 30 минут. Рингера у них нету. Ну вот поставить сейчас натрий хлорид и глюкозу. Ну еще может гомовит. И все. И мы должны вылететь из этой клиники. Они ее там не оставляют. Куда девать? Скажите, пожалуйста. В Якутске очень много объявлений о замерзающих животных, о выкинутых. Вот только человеку они не нужны, гонимые отовсюду. Посмотрите на этого щенка. Он сумел войти в подъезд и тихо, скромно там отсидеться ночь. Грелся, боялся пошевелиться, боялся, что выкинут. Он просидел ночь. А днем следующего дня, когда я увидела о нем объявление, я попросила его придержать. Но, увы, мне сказали, что час назад его вытолкали из подъезда на улицу, на мороз, и след его простыл. Прошел месяц. В начале января снова я увидела информацию об этом же щенке. И он снова сидел в подъезде, только на другой улице, совсем в другом районе. В этот раз девушка успела забрать из подъезда щенка. Она отвезла его на передержку, где добрая другая девушка его передерживала целый месяц. Ставили прививки, глистогонили, откармливали. Щеночка назвали Машкой. Щеночек оказался, на удивление, умненьким, сообразительным, смекалистым. Не зря же он в самые сильные холода находил возможность просочиться в подъезд. Все, мой хороший, все, мой хороший. Все, не плачьте. Так, вот этого
Машеньку. Машеньку грузим. Машеньку. Машенька хорошая. Чей тут нос кожаный? Кожаный носик. Да, и короткомордика. И короткомордика. Вот и все. Тоже грузим. Золотых зайцев погрузили. По прилету в Москву мы его отвезли в клинику, сделали обследование. Обследование ножки, на которую он не наступал или наступал через раз. И действительно проблема есть. Возможно, предстоит операция, но загадывать не будем, потому что первичный рентген пока показал, что есть застарелый перелом тазовой кости в области вертлужной впадины. Деформация, как нам объяснил доктор. Но это первичный вот пока только рентген. Возможно, потребуется КТ, чтобы посмотреть на кости в разных проекциях. Нам предстоит, конечно же, обследование, и если будет операция, то мы вам об этом сообщим. Костная мозоль даже образовалась на этом застарелом переломе, которая не совсем корректная, как нам объяснил доктор. Болезненность ноги тоже сохраняется. Не могу пока ничего другого больше сказать. Будем обследовать. Это только пока первичное обследование. Мы решили не затягивать и посмотреть все же, что же с ногой. Пока вот все, что мы можем сказать о нашем прекрасном, чудесном щеночке Машке. Наш канал растет, и мы рады, что команда спасателей становится больше с каждым днем. Друзья, нам нужна ваша поддержка и моральная, и финансовая. 2 дня подряд мы встречали самолеты и в Москву, и в Питер, из Якутска, с нашими хвостиками, вырванными из лап смерти. Впереди еще несколько рейсов подряд. Очень тяжело, но мы очень стараемся. Благодарим всех, кто активно участвует в нашем общем деле спасения.